Медицинское обслуживание в республике выйдет на новый уровень. Например, в Алданском районе начнет функционировать травматологический центр. Кроме того, будет образован центр амбулаторной онкологической помощи. Тему продолжит Татьяна Махнина. Все резервы травматологического центра второго уровня начнут функционировать в обозримом будущем. Установка С-дуга позволит проводить хирургические манипуляции под контролем рентгена. Минимально инвазивным вмешательством посредством артроскопа будет проводиться лечение суставов. Оборудование для центра поступило в Алданскую центральную районную больницу в рамках федеральной программы «Дорога». Для работы на новейшей аппаратуре в настоящее время специалист проходит обучение. В здравоохранении ожидаются глобальные перемены. Объекты здравоохранения мы продолжим и вводить новые. И сейчас вот по ряду закрывающихся поселков и закрытых поселков мы объекты здравоохранения, социальные объекты, которые там остались, сейчас разрабатываем программы их переноса. То есть будет определенная рокировка, будет оптимизация. В городской поликлинике планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи. На его базе будет проводиться полное обследование. Предполагается, что при центре образуется дневной стационар. Сегодня на учете у онколога состоят более 500 алданцев. Возможность прохождения обследования на месте – вопрос немаловажный для каждого. Мы вроде бы как слышали, что здесь будет строиться онкологический центр. Мы бы были очень рады этому, если, конечно, это правда. А вообще мы нуждаемся в этом онкологическом центре, потому что здесь много всего. Изменения к лучшему ожидаются и в педиатрической службе. В детской консультации планируется ремонт. Кроме того, поликлиника получит аппараты УЗИ и ФГДС. Существенно улучшится оснащение лор и офтальмологического кабинетов. Болезни уха, горла и носа у детей отнюдь не редкость. Также врачи отмечают прогрессирующую из года в год близорукость. Если бы у нас хотя бы было аппаратное лечение, можно было что-то поддерживать каждые 3 месяца. Ну, а так в основном очковая коррекция и гимнастика для глаз, что мы советуем в наших условиях. Процессы оптимизации и усовершенствования носят характер долгосрочный. Ожидается, что оборудование поступит в Алдан во втором полугодии 2019-го. Татьяна Махнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.